Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Иҗади чәршәмбе». Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач «Творческая среда». Герой нашего выпуска – человек, редко дающий интервью, заслуженный работник культуры Республики Татарстан и директор Государственного ордена дружбы народов ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан» Юрий Леонидович Жуков. Сәлемлим сезне. Исәнмесез, хәерле көн, кадерле дуслар. Юрий Леонидович, с какого года вы являетесь директором государственного ансамбля? И знали ли вы о существовании нашего коллектива? О существовании государственного ансамбля «Песни и танцы» Республики Татарстан я слышал до того, как я сюда пришел, вот в эти творческие стены. Учась в консерватории в 91-95 годах в Казанской государственной, вот тогда уже до меня эхом отзывалось творчество ансамбля, это совершенно точно. А попал я сюда, как и всегда, во многих, как бы так сказать, жизненных ситуациях происходит достаточно случайно, может быть и спонтанно. Но как, наверное, судьба показала, наверное, я все-таки оказался здесь не зря. Это 2003 год, это вот как раз вот это вот время, декабрь месяц. Меня пригласил сюда работать в качестве заместителя директора Ринат Сулейманович Валеев. На то время художественный руководитель коллектива. Мы знали очень друг друга хорошо, мы вместе общались. И вот его предложение для меня осталось таким, я имею в виду, очень для меня интересным. Я никогда не работал в национальных коллективах, я имею в виду вот таких серьезных. И это приглашение принял. Пришел сюда в 2003 году, а директором я стал в 2004 году. И с Айратом Ринатовичем, вот, с нынешним художественным руководителем, нас судьба как раз вот в этот первый год, 2003 год, и свела. И первую свою гастрольную поездку я очень прекрасно помню. Это поездка у нас в Астраханскую область на Сабантуй. Вот. Она в памяти останется у меня навсегда. Я впервые, я так для себя считаю, прошел какое-то такое творческое, боевое, гастрольное такое крещение. Вот. Именно вот с этой поездкой. Она была летом. Она была очень интересная. Я впервые воочию по-настоящему, будучи, ну как бы так, административным таким человеком, ну, администратором, наверное, в этой поездке. Все, что связано с проживанием, с гостиницей, с переездами, вот эти все вопросы ложились на меня. Айрат Ринатович выехал в эту поездку, ну, можно так сказать, в качестве исполняющего обязанности художественного руководителя. И мы с ним вместе вот в этой поездке провели время, и так эта дружба у нас и осталась. Вот эту первую поездку я очень прекрасно помню, и реальное такое настоящее боевое знакомство с коллективом. По-настоящему я узнал о коллективе, я видел выступление ансамбля намного раньше, чем я сюда пришел, на самых разных мероприятиях. Дело в том, что, будучи студентами, мы учились в консерватории, и мы были на некоторых правительственных мероприятиях. В том числе и студенты консерватории выступали, и мы там тоже выступали в качестве оркестра народных инструментов. И вот эти немногочисленные совсем моменты столкновения я впервые увидел. А вообще я увидел впервые ансамбль 98-й, 99-й год, 2000 год. Вот, выступление коллектива. Я слышал, я его очень редко видел, но, естественно, я не представлял, насколько это серьезная вот такая история, сам по себе ансамбль. И только придя сюда, ну вот я понял, насколько этот коллектив мощный сам по себе. Насколько я знаю, вы по профессии музыкант. Вы сразу начали в руководящей должности работу после учебы? Я достаточно взрослый человек, поступил в Казанскую консерваторию, отслужив в вооруженных силах, тогда еще Советского Союза. Пришел
домой, к себе на родину, устроился в музыкальную школу, я работал педагогом, и друг мой, товарищ, звал меня сюда, в Казань. Для меня Казань это был город такой далекий, я, естественно, тоже о нем слышал, вот Казань, где, как, что и так далее. Тем не менее, вот вдруг какая-то смелость, что-то такое обуяло, и я сюда приехал поступать в Казанскую консерваторию. Поступил, стал учиться, и со временем вот это вот, ну скажем так, жилка или вот такое вот направление, как некое администрирование, оно у меня как-то проявилось. Там в консерватории в свое время кафедра народных инструментов проводила конкурсы. И вот мне поручили, как человеку как-то опытному, старшему, взрослому, встречать коллективы, их сопровождать, их как-то вот, так сказать, распределять в этой конкурсной истории, фестивальной истории. Я этим занялся. И потом подходили ко мне люди, они как-то благодарили, что к ним вот оказано некое внимание, они остались вот не бесхозными, что ли. И вот как-то так я почувствовал, что есть некий ответ и есть некая реакция людей, и я полезен становлюсь вот людям, просто полезен. Я что-то делаю, кого-то с кем-то свожу, куда-то звоню, что-то я делаю. И вот такая нехитрая административная работа дала мне вот этот звоночек, что я в этой истории могу себя как-то проявлять. И это мне не скучно, мне это не обыденно, мне это интересно. И вот с той поры я и в консерватории в качестве лаборанта, я был простым студентом и лаборантом, я помогал вот некие организационные вопросы совершать. А потом, по окончании консерватории в 1996 году, Асхат Зуфарович Сафин, кстати, артист и солист государственного ансамбля песни и танцы, Асхат Зуфарович, он мне предложил должность директора Госоркестра народных инструментов под руководством Анатолия Ивановича Шутикова. А там я уже работал с 1994 года в качестве артиста оркестра, а потом в качестве инспектора оркестра. Тогда я познакомился и с навыками гастрольной деятельности, административной работы, вот тогда. Но будучи студентом, а в 1996 году уже серьезное вот это вот предложение я принял, остался в Казани уже, скажем так, на долгое время, либо навсегда. И вот я вот этой административной работой в филармонии под руководством таких серьезных людей, руководителей, я и научился по-настоящему. Вот так мое, скажем так, не восхождение, а просто движение по этой лестнике было. Сначала просто лаборант, потом просто в студенчестве инспектор оркестра, а потом оркестра уже профессионального в филармонии, а потом уже директор там в оркестре, а потом так судьба меня свела, если мы говорим об этой некой, скажем так, условной карьерной лестнице, ее можно почитать. Я перешел в Казанскую консерваторию, и там работал завпостановочной частью оперной студии. При консерватории она всегда существовала, эта студия. Вот. И я также в консерватории продолжил эту историю. Пиано-форумы, органные фестивали, хоровые ассамблеи. Все это, в том числе, я и участвовал и проводил. Но уже в студенческом, как сказать, в вузе, уже в учебном заведении. Вот 96-2001 год – это Татарская государственная филармония в качестве директора госоркестра, а с 2001 буквально год я проработал до 2002 в консерватории Казанской по организации студенческих концертов, фестивалей и конкурсов. А потом Ринат Сулейманович меня пригласил сюда в ансамбль в качестве зама, а потом и директора. Вот такая история. Я это чувствовал и сейчас до сих пор чувствую. Это совершенно точно. Я знаю, что я, наверное, могу делать таким образом, чтобы вокруг меня были люди намного талантливее, чем я. И мне приятно, когда рядом со мной человек, который намного интереснее, талантливее в части творчества, чем я. И мне интересно с этими людьми общаться и создавать им вот эти вот условия, административно-хозяйственные, вот эту вот среду творчества, как угодно можно называть, чтобы люди эти творили. Вот такую задачу я сам и вижу для себя, будь то администратор, будь то директор, создавать условия для работы творческой команды. А откуда вы родом? Как прошло ваше творческое детство? Родом я из Калужской области, но если об Калуге говорить, это вот город, кто не совсем знает, это город космонавтики, это город родины Циолковского, где там он и творил свою вот эту вот историю.
которая потом переросла в целое это такое, так сказать, и интересный мир, я имею в виду космический. Кстати, его считали человеком не от мира сего, где-то ненормальным, где-то еще что-то такое. Но вот эта его одержимость, она, я думаю, что многим людям служит примером, что ли. Не надо вот этих границ для себя ставить. И этот человек доказал, ну вот в то время, там, в начале 20-го года, там, 1900, пусть будет 15-й, там, 19-й год, 20-й год прошлого столетия, ну 100 лет тому назад. Одним словом, вот он же мечтал, что человек полетит в космос. Кто бы мог до этого просто додуматься? А вот он верил, он это все просчитывал, научно доказывал и так далее. И вот, наверное, надо быть таким иногда ненормальным, что ли, мечтателем. А если ближе к моему детству, родился я 18 ноября 1967 года в небольшом районном городе Кондрово. Это название ни о чем не говорит совершенно никому. Для меня это просто родной город, город моего детства. Это город бумажников на самом деле. История его такова, что там стоит целлюлозно-бумажный комбинат, и до сих пор он как-то еще дышит. И в свое время там выпускалось огромное количество самой разной бумаги. Там тетради, дневников, журналов, выпускалась и бумага денежная. Жили интересные люди, владели секретами водяных знаков, которые мы сейчас с вами читаем, я имею в виду на денежных купюрах. Мне довелось с этими людьми как-то в детстве общаться, которые вот были мастерами и владели секретами этой бумажной, так сказать, и истории. Был и техникум у нас бумажный, все мои родители работали на этом комбинате. Папа и дедушка с детства любили музыку, просто были самодеятельными музыкантами. Дедушка играл на скрипке и на мандолине, папа играл на мандолине и на духовом инструменте. С детства он меня таскал на все вот эти вот партийные собрания. Я там просто сидел, слушал этот духовой оркестр, марши, вальсы какие-то. Я слушал гимны Советского Союза. Я просто сидел и слушал. И с детства вот эта вот как бы музыкальная история, она меня совершенно как-то... Я привитый уже был в этом отношении. Вот. Потом просто родители отдали в музыкальную школу. Сначала учился, потом хотел бросить, потом опять учился. Закончил музыкальную школу. Вот, по классу баяна пошел в Калужское музыкальное училище. Закончил училище, пошел в армию. Все достаточно банально. Но в плане того, что вот эта вот музыкальная история, вот эта вот песенная история, она мне очень близка и сродни. То есть я не пришел сюда как бы со стороны. А в вашей семье есть еще творческие люди, кроме вас? У меня небольшая вот как бы семья, но мы все друг друга в этом отношении бережем, стараемся относиться друг к другу с большой теплотой. У меня супруга, я с ней познакомился в консерватории в Казанской. Она сама родом из Ульяновска, из города Димитровграда. Закончила как пианистка фортепианную кафедру здесь, в консерватории. Закончила аспирантуру, потом работает в первой музыкальной школе. Она музыкант. И здесь наши как бы вот пути сходятся. Мы многие вопросы обсуждаем, сами для себя находим общие темы для размышлений. И я понимаю, что это хорошо, когда мы друг друга слышим, мы друг другу помогаем, поддерживаем друг друга. Я с удовольствием вникаю в ее педагогические процессы, вот с учениками, мы откровенно беседуем. Она что-то мне подсказывает, приходит на концерты, поддерживает и коллектив, и меня. Дочь Полина, она закончила музыкальную школу первую. Так сказать, чтобы она в профессиональной точки зрения увлекается там, так сказать, музыкой, нет, но музыку любит, она как-то поет сама для себя просто, то есть она, наверное, не пошла и не пойдет по стопам родителей, но, наверное, это не надо, мы же все разные, главное, чтобы вот это знакомство с музыкой и вот это вот отношение к творчеству помогало ей в жизни быть более самой для себя интересной. Я совершенно точно уверен, что люди творческие, занимающиеся вот теми профессиями, которыми занимаемся мы, будь то песней, танцем, музыкой, инструментальной историей, они очень богатые люди. Они знают музыкальный язык, язык танца. Не всем людям, я не говорю, я не делю, но не всем людям этот язык музыки, танца и песни понятен. Я думаю, что люди, которые слышат это, и им это нравится,
они намного богаче люди, мир у них богаче, и они сами по себе интереснее. Я думаю, что они могут многое больше отдать, когда сами они это имеют. Это совершенно точно. Поэтому я за то, чтобы детей, наших с вами детишек, учили искусством с детства, чтобы они постигали этот язык искусства самые разные. И им будет в жизни намного легче просто жить, это совершенно точно. Они научатся вот этому творчеству и этому языку. Они будут слушать язык музыки, а танец тоже связан с музыкой совершенно точно. И песни это естественно. Вот этот язык музыки, он очень богат, даровит, и для меня он выше слова. Можно не говорить, а просто слушать. И внутри человека будут рождаться колоссальные эмоции, буря просто чувств, которые нельзя передать и сказать словами. Это совершенно точно. Язык музыки очень древний и богатый язык. Ему надо учиться тоже. Сложно ли управлять творческим коллективом, у которого большую часть репертуара составляют произведения на татарском языке? Вопрос интересный на самом деле, и по этому поводу можно немного порассуждать. С одной стороны, действительно, не зная татарского языка и не родившись здесь, наверное, управлять сложно. И я с этим соглашусь. С другой стороны, не так сложно, как это кажется. Я объясню сейчас почему. Я совершенно точно могу сказать, вот как бы по себе, что вот, скажем так, эту прививку, назовем ее, вопрос же в лоб прозвучал, вот эту татарскую прививку, да, прививку вот кода татара, его мелоса, я в свое время получил. Сейчас я скажу. Музыкальные произведения в консерватории, в Татарской государственной филармонии. И здесь я с этими произведениями, с песнями, с танцами, с музыкой, я знакомился постоянно. Я их слушал, я их видел. Я как бы вот был в этом. И получается таким образом, что я это впитал совершенно точно. Хочу я этого или не хочу. Так сложились обстоятельства. Но мне это не противоречит моей натуре. Я не знаю языка до конца, совершенно точно, я его учу, но это не противоречит. Я стал это принимать, я стал это ощущать, эту культуру, я стал ее любить, и самое главное, я отвечу, я стал ее уважать. Вот это, наверное, ключевое слово. Я думаю, что любовь приходит и уходит. Вот все остальные чувства, они тоже приходят и уходят. А вот все-таки уважение, когда оно появляется, оно остается. И вот это вот уважение к татарской культуре, оно перебарывает все. И незнание, допустим, языка, и некой какой-то истории. Все это можно в конце концов выучить, все это можно прочитать, с этим можно в конце концов познакомиться. Но я совершенно точно могу сказать, что для меня татарская культура, я сейчас не кривлю душой, а она такая же, как и русская. Я русский человек. И родился я в русской семье, и я воспитывался на русской культуре. И я не знал, что такое татарская культура совершенно. Нам ее, естественно, не преподавали. Я только здесь, в Казанской консерватории, это услышал, увидел и ощутил. Эту пентатонику, это отличие, что ли, этой культуры. Вот и все. А потом, я говорю, вот так получилось через поглощение этой культуры, через вот эту вот влюбленность, любовь, и потом вот к этому уважению я пришел. Это такая же культура, как любая другая культура любого другого древнего такого настоящего народа. Это совершенно точно. Вот, теперь по поводу знания и незнания. Я точно тоже могу сказать, что вот язык танца и песни, даже если ты не знаешь там до конца слов, а понимаешь просто общий смысл там какой-то, и вот этот вот музыкальный мелос, когда ты в этом, тем более в профессиональном коллективе ты бываешь, ты получаешь вот какое-то такое на уровне ощущения, визуализации, вот этот эталон,
как должен быть, и ты уже понимаешь, хорошо или плохо. Я совершенно точно вам могу сказать, ну и профессия помогает. Я в любом случае же музыкант, скажем так. Или я сейчас администрирую в области искусства, ну, как бы руковожу коллективом, я же все равно с этим сочетаюсь. У меня есть вот эта вот эталонная база, как это должно быть. И я вам могу без ошибки ответить, кто как поет, и кто как танцует, и кто как играет, и насколько он это качественно, правильно и точно исполняет. Даже по-татарски, я вам могу сказать, не зная языка и не зная вот каких-то особых тонкостей. Знакомство с людьми вот в этой области, с какими-то тонкостями, с какой-то спецификой, меня точно, я вот это слово назову, подковали, что ли, в этом отношении. Ну и особенно работа в ансамбле. Это точно. Поэтому я здесь не вижу для себя вот таких каких-то препятствий руководить коллективом, язык которого я до конца не знаю. И я не родился здесь, в Казани. Я не впитал с молоком матери вот этот мелос, этот код татарского народа. Но я много лет, уже десятки лет живу в Казани, я работаю в таком коллективе и могу сказать совершенно точно, что я владею, ощущаю, люблю и уважаю вот все то, что связано с татарской культурой, это совершенно точно. И мне это, ну как бы мне это не противоречит моей какой-то, ну скажем так, русской натуре. Если мы прям делим русскую, татарскую, там, либо какую-то другую, это совершенно точно могу сказать. Все-таки для меня в творческом коллективе, вот совершенно точно, главный руководитель должен быть художественный руководитель коллектива, будь то главный режиссер в театре, либо художественный руководитель. Мы с вами творческий коллектив, я совершенно точно могу сказать, что главная наша оценка наших с вами, ну как бы действий, это происходит точно на сцене. И главное здесь худрук. А я лишь только помощник. В этом отношении мне тоже легко. И в коллективе есть Айрат Ринатович, и есть команда. Нестор Афисович, Раиля Мухамедхановна, Рашид Шакурович, рядом стоящие коллеги, артисты, солисты с опытом, вот, которые вот эту вот командную, в том числе и работу творческую, совершают. Я лишь здесь помогаю. Да, можно сказать, я руковожу, но я бы сказал, я соруковожу. Вот это было бы совершенно точно и правильно. Да, мы делаем планы, мы занимаемся, так сказать, общим ведением всех вопросов административных, хозяйственных, финансовых, творческих вопросов, но за творчество все-таки отвечает худрук. И мне здесь спокойно, что он татарин, что он вырос в ансамбле, что здесь работают люди с колоссальным, серьезным опытом, и в этом отношении мне, как руководителю, повезло точно. То есть я просто вижу это руководство этих людей и просто помогаю этой творческой команде, нашей команде руководить. В этом году наш коллектив отмечает 85-летие. С какими успехами и достижениями мы пришли к этой дате? Действительно, в этом году мы отмечаем 85 лет. И я бы, наверное, вот этот ответ немножечко развернуто сказал. С какими успехами, а возможно и с какими-то будущими задачами, что нам предстоит сделать. Все-таки 85 лет – это тот рубеж, когда можно остановиться, когда можно вздохнуть и когда можно задуматься, действительно, чего мы достигли. Вот чего мы достигли. Что касаемо этого года, могу совершенно точно сказать, что своих целей ансамбль достиг. Мы поставили цель. Я об этом говорил. Год культурного наследия, год 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Для нас это юбилейный год. Вот мы поставили задачу все вместе гастролировать и дарить свое творчество самым разным регионам Российской Федерации, быть самыми разными слушателями в самых разных городах. И вот эти вот цифры для нас, они очень весомые. Действительно, я их неустанно буду повторять. 125 концертных выступлений, 32 тысячи километров за плечами наших с вами артистов, вас в первую очередь. На самом деле профессиональный водитель, возможно, он наматывает и десятки, и сотни тысяч километров в год. Но в автобусе быть, выезжать в гастрольные туры,
за 2500 километров в Ханты-Мансийский автономный округ, это нужно быть действительно артистом государственного ансамбля песни и танца. На самом деле это не так-то просто. Делать вот такие марш-броски гастрольные, творческие, выступать и сольные концерты давать, и Сабантуй, и в Астрахани, и в Волгограде, и Самаре, это колоссальная нужна выдержка, с одной стороны, физическая, с другой стороны, я уверен, нужна колоссальная любовь, преданность к тому, чем мы с вами занимаемся. На самом деле я очень рад, что коллектив, пройдя вот такой марафон, не больше, не меньше, это марафон вот этой концертно-гастрольной деятельности, я озвучивал на нашем юбилейном концерте эти города, мы их где-то разместим у нас с вами на сайте. Мы сегодня с Айратом Ринатовичем разговаривали. За последние годы мы таких туров гастрольных, таких марафонов не давали по России, это совершенно точно. Поэтому для нас с вами это такой, можно сказать, урожайный, вот такой большой гастрольный год, и мы его, слава Богу, Алла Берса успешно выполнили. Мы все вернулись для меня живыми и здоровыми. Мы показали свое национальное богатство всем тем зрителям, где мы запланировали, мы все вот эти вот задачи выполнили. Это огромное спасибо всему коллективу, я хочу сказать. Это артистам, безусловно, это всем нашим административно-техническим работникам, всем нашим цехам, всем нашим службам. Это огромная такая команда на сцене, за сценой и в зрительном зале, как Рафаэль Абдурашитов у нас режиссер. Да? Вот все мы собираемся дружной, большой, так сказать, историей, творческой семьей, выезжаем и делаем вот этот праздник людям. Это очень важно. Вот эти вот цели мы с вами достигли. Для меня это одна из главных стратегических целей. Ансамбль занимается творчеством, и ансамбль занимается концертно-гастрольной деятельностью. Вот это главное. Последнее время мы очень большое внимание уделили детской студии. Мы ее возродили в 2020 году, в очень тяжелый пандемийный год. И мы ее вот сейчас ведем. И приятно, когда на юбилейном концерте вместе с нами танцуют наши номера из Золотого фонда, наше с вами будущее поколение танцоров, певцов, музыкантов. Вот это очень приятно. Наши студийцы, я очень сильно порадовался за это, что у нас есть вот продолжение нашей истории. Это второе очень важное направление, которое мы ведем, и мы его дальше будем вести. Что касаемо нашей материально-технической базы, то я вот что бы сказал, что мы всегда надеемся, что так получается, любое учреждение требует для себя внимания. Это не мы такие, просто настает такое время. 25 лет наше с вами здание не реконструировалось. Капитального ремонта оно также не подлежало ничего. И нам очень хочется, чтобы в будущем году мы нашу репетиционную базу освежили, скажем так, сделали здесь ремонт капитальный, чтобы мы поменяли здесь отопление, свет, все, что касаемо коммуникации, чтобы мы расширили помещение для хранения костюмов, построили боксы во дворе, чтобы, то есть как бы вот у нас материально-техническая база, она была для нас достойной, чтобы мы здесь чувствовали себя комфортно, удобно, уютно, безопасно, чтобы мы здесь творили. Вот эту вот задачу мы ставили в этом году, мы ее до конца, так сказать, не дожали, мы будем ее реализовывать дальше, в следующем году. Вот это важный момент. Важный момент по обеспечению материально-технической базы здесь автобусами. И это тоже не секрет, знает это и руководство, то есть мы с вами знают об этом артисты. Мы терпеливо выезжаем на наших автобусах. Вот. Мы благодарны нашим водителям, ребятам, которые нас, так сказать, возят по стране. И тем не менее, если бы наш парк обновился, мы тоже были бы очень сильно благодарны. Это и безопасность, это и комфорт, это очень важно. Выезжая в регионы, секретов нет. Вы сами общаетесь со зрителями, берете интервью. И регион Татарстан в других регионах России читается очень сильным, мощным, очень такой республикой с лидирующими позициями везде и всюду. И нам, правда, хочется соответствовать вот этому имиджу Татарстана, очень высокому имиджу, региону лидеру. Поэтому мы тоже бы хотели вот иметь вот эту вот базу, которая позволяла бы нам заниматься творчеством
творчеством на более высокой основе, чтобы у нас с вами появилась студия здесь звукозаписи, чтобы мы записывали солистов, записывали хоровые произведения, чтобы мы оставляли после себя наследие и хоровое, и музыкальное, чтобы мы с вами здесь снимали наши передачи, наши сюжеты на более профессиональной основе, имея какие-то такие серьезные уже камеры. Вот туда идет. Мир тоже движется в сторону интернета, интернет-пространства, и эту историю мы тоже в этом году стали осваивать. И мне очень приятно, что появились вы, молодые, талантливые, которые вот в этом интернет-пространстве живут, которые нас там пропагандируют, нас там вещают, нас там, вот, так сказать, мы там видны. Это очень важно. Мне хотелось бы в будущем, чтобы мы там были такими же, как и на сцене. Чтобы была там история, мастер-классы, интересные интервью, и какие-то еще проекты мы там с вами решали. И спасибо вам, вот хочу сказать, что вы вот ансамбль в это пространство впускаете вот так красиво, достойно, интересно, самобытно. Это очень важно для современного зрителя и слушателя. Вот эти живые, интересные картинки, интервью. Приятно отметить, что коллектив у нас с вами совершенно универсален. И в этом тоже очень сильная черта и особенность ансамбля. Мы с вами универсальны в чем? Мы выступаем с вами везде, перед любым зрителем, в любое время. Я сейчас не шучу. У нас с вами и сельские дома культуры, и городские дома культуры, и правительственные залы. Вот коллектив может везде, на любой площадке, в любом составе выступать. Далеко не каждый профессиональный коллектив может так мобильно реагировать на любые предложения, вызовы творческие. Вот нам здесь, я могу совершенно точно сказать, многое, если не все подвластно. Мне приятно, что такой творческий коллектив, вот такая команда во главе с худруком, которая может все эти задачи решать. Это очень важная черта, мобильность коллектива. А в будущем, конечно, как бы не банально, наверное, это не звучало, а для меня это не банально, это интересная история, это все равно гастроли, это все равно новые встречи, это встречи с талантливыми людьми, с интересными проектами. Вот я бы пожелал коллективу, чтобы мы с вами занимались творчеством. Для меня творчество – это движение. Движение для меня – это совершенно точно жизнь. Вот движение. Это важно, чтобы мы не останавливались. Наверное, у Айрата Ринатовича это не получится совершенно точно. И это хорошо. Нас с вами спасет из всяких передряг, из всяких неурядиц, из всякого сложного положения любовь и уважение к ансамблю совершенно точно, и творчество, и концертно-гастрольная деятельность. Больше ничто. Чем мы этим будем заниматься больше, тем будет легче нам просто в жизни быть, жить и дарить людям тепло. Юрий Леонидович, благодарим вас за интервью. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам и коллективу творческого долголетия и всех благ жизни. Ваши пожелания нашим зрителям. Спасибо огромное за поздравления. И что бы мне хотелось действительно пожелать родному, любимому коллективу? Процветания. Наверное, и многие из нас с вами вот эти слова говорят. Я тоже говорю это слово и вкладываю в него очень много. Почему? Потому что я совершенно точно уверен, что такой наш с вами богатейший коллектив просто достоин. Для меня больше внимания, больше любви, больше заботы. Поверьте, чем больше мы будем ощущать этого тепла, в том числе и от руководства, тем больше мы будем отдавать. Вот этого процветания я очень желаю коллективу. Чем он будет богаче жить во всех отношениях и проявлениях, тем он больше будет дарить нашим зрителям и нашему народу тепла и любви. Это совершенно точно. Вот этого я желаю. Конечно же, я желаю родному коллективу интересных гастролей, интересных встреч. Желаю доброго, вот такого отзывчивого зрителя, потому что зритель для нас с вами – это главный человек, это
главный критерий всей нашей с вами деятельности. В зале звучат аплодисменты, зритель встает в зале нет равнодушных, значит, у нас победа. Значит, мы с вами живем, работаем, движемся не зря. Приятно всегда слышать мнение зрителей, приятно ощущать их неравнодушие и любовь к ансамблю, к национальному искусству. Приятно, когда люди выходят после концерта с хорошим, добрым настроением. У них тепло на сердце, тепло в душе. Они рады вот этой вот встрече. И для нас это колоссальная подпитка, скажем так, вот этой теплотой, этой любовью. Вот я думаю, в таком единстве нам надо и жить, дарить людям тепло, быть вместе с нашими зрителями, чтобы дальше продолжать вот этот вот интересный, большой, жизненный наш с вами путь. Конечно, ансамбль обладает просто гигантской историей, огромным материалом музыкальным, танцевальным, песенным. У нас есть база, у нас есть многое что. Но самое главное – это люди. Это наши ансамблевцы. Я с огромным удовольствием благодарю всех, всю нашу команду дружную за нашу работу, за наше вдохновение, за любовь и преданность к национальному народному искусству. Это очень важно. Самое дорогое – это люди, это наш ансамбль, это наша команда. Всем огромное спасибо, здравия и благополучия и дальнейших творческих успехов. Огромное спасибо. Спасибо, дорогой зритель. С наступающим Новым годом. До встречи в Новом году.